Нет смартфоном на уроках. В российских школах начинают внедрять рекомендации Роспотребнадзора и Рособорнадзора по ограничению доступа к гаджетам во время учебного процесса. Соответствующий документ вышел этой осенью, запрещать не обязывают, а оставляют на усмотрение самих школ и руководства регионов. Как отнестись к нововведению в якутских школах, узнавала Саргалана Захарова. Запретить нельзя пользоваться, где поставить запятую. Сегодня над этим вопросом ломают головы директора тысяч российских школ. Документ принят на федеральном уровне, но пока регионы не спешат внедрять новые правила. Однако есть и исключения. В одной из школ Якутска ограничения ввели еще в 2017 году. Есть даже регламент. Сдавать не обязательно, но стоит выключить или поставить телефон во время уроков на беззвучный режим. Если учитель требует, естественно, ребенок привыкает к этому и не вытаскивает. А в старших классах или в среднем звене иногда бывают случаи, вытаскивают и сидят под партой, допустим, что-то смотрят. Во время контрольных работ мы собираем эти сотовые телефоны, и чтобы не было списывания, и ребенок именно показал свои знания. Мы решили спросить самих учеников, как они относятся к этому правилу, справедлив ли запрет на использование гаджетов. Да, справедливо, потому что нельзя отвлекаться во время урока. Ученики бы не отвлекались, но бывают случаи, когда телефон необходим. Допустим, не дай бог, что-то случится. Или же надо найти какой-нибудь материал, которого в учебнике нету. Кажется, справедливо, потому что многие ученики просто пользуются телефонами на уроке, как списывают с ГДЗ. Когда ты сидишь в телефоне, ты отвлекаешься и ничего потом, темы не понимаешь, что такое. Это отвлекает от учебы, потому что надо учиться, не использовать телефон. Телефоном не запрещают пользоваться во время перемены, ведь это свободное время, которое дети могут использовать по своему усмотрению. Но вот некоторые эксперты все-таки придерживаются более строгих взглядов и считают, что использование телефона во время перемены также пагубно может влиять на здоровье и сосредоточенность учащихся. Став учителем года России, побывав в десятках школ по всей стране, я стал менять свою позицию. Что я видел, например, в московских школах. Дети на переменах не играют, не бегают, мало говорят друг с другом. Они стоят или ходят, уставившись в телефон. У большого числа учеников при этом еще и наушники. В результате перерыв, который должен дать детям время отдохнуть, прийти в себя, просто поболтать поближе, познакомиться друг с другом, превращается в минуты, когда ученики сидят в телефонах, нанося очередные удары по своему здоровью. Эти слова общественного советника министра просвещения Алихана Динаева приводит «Российская газета». С одной стороны, это реалии современного общества. С другой, реакция детей даже на краткосрочное ограничение от гаджетов порой может выглядеть пугающе. Вполне объяснимы результаты опросов, которые провели Роспотребнадзор, Минпросвещение и Рособорнадзор. Ограничения поддержали 90% учителей. Почти то же количество родителей и 61% самих учеников. Другой опрос провел ВЦИОМ. На вопрос, что будет, если школьникам запретить в классе пользоваться смартфонами, 35% опрошенных ответили, что дети начнут значительно лучше учиться. 27% считают, что подтянутся школьники ненамного, чуть меньше респондентов решили, что это никак не повлияет на успеваемость. И по 6,4% приходится на людей скептических взглядов на этот вопрос. Тем временем в федеральных органах власти хотят пойти дальше и ввести полный запрет на смартфоны в школах. Возникает ряд закономерных вопросов. Как родителям связываться с детьми, не нарушаются ли права ребенка на свободный доступ к информации и, наконец, не противоречит ли это требованиям о повышении цифровой грамотности подрастающего поколения. Саргалана Захарова, Георгий Григорьев, Якутск.